потому что это, ну, это не предмет для такого легкого поверхностного разговора, это как всякая важная вещь, а согласитесь, выглядит откуда интерес. А иначе что? Померли до свидания? Вот так, что ли? Как может не быть интересен тому душа наша, правда, бессмертная или нет? Как ее может не быть, это интерес? Это то, что главным образом определяет нашу жизнь, вообще всю. Сейчас я еще скажу пару слов об этом, если не забыл. Скрылось ли? Вот. Я хочу сказать, что я не буду рассказывать подробности. Это если я решу об этом написать, я напишу об этом аккуратно, так что каждое слово стало на свое место. А в устной речи это невозможно. Но мне, когда было 18 лет, я практически умерла. Да? Я была на пороге клинической смерти, считай как хочешь. Если у меня сознание не отключалось, но я уже была там. Это было давно. И это было до того, как вышла знаменитая книга Молди «Жизнь после жизни». Я одна была со своим этим опытом, я в безумном изумлении воскресла, и все мне стало понятно. Все мне стало понятно, потому что все было и туннель, и водная преграда, и белые фигуры на том берегу, которые стояли и ждали меня, и масса еще было всевозможных деталей. И я, значит, пораженная этим всем, рассказала об этом, стала рассказывать об этом всем подряд. И все на меня смеялись, в минуты вечно все выдумываешь, там у тебя вот эти все вещи. Я прекратила об этом рассказывать. А потом шли годы, шли, и вышла книжка Молди, и о ней была передача на каком-то радио. Я слышала ночью по радио. Либо это был «Голос Америки», скорее всего, либо, может быть, «Свобода». Но «Свобода» глушили повешенным. «Голос Америки» это не очень. И вот я в изумлении вдруг слышу, ночью было сделано, как зачитывают куски из этой книги, и все рассказывают ровно то, что видела я. Я поняла, что мало того, что я тут не одна, мой опыт не единственный, он разнообразный бывает. Разные люди видят определенные вещи по-разному. И что этот Молди не врет. Я потом еще прошло много лет, я достала его книжку, я ее внимательно прочла, и я поняла, что он не врет. И его собеседник, когда рассказывает про свой опыт. Но есть одна небольшая деталь. Те, кто были вот на пороге, как я, они видели определенные вещи, там что-то около 10 разных вещей, которые могут с тобой случиться. Они могут с тобой случиться, могут не случиться. Например, гул, шум и стук, напоминающий бешено приближающийся паровоз, вот звуковой эффект, это да, это было, это многие это отмечают. А вот вся жизнь пронеслась в одно мгновение перед утренним взором, мне этого не было совершенно. Это у части людей было, у части нет. То есть там выборочные вещи, но всего их около 10, значит, те, кто умерли глубже, это, иначе не знаешь, как сказать, поскольку смерти нет, то невозможно сказать, это правильное выражение или неправильно. Но те, кто ушли дальше по этому пути, они видали уже более странные, так сказать, вещи. То есть они уже попадали на тот берег. Всегда есть какая-то преграда. Она может выглядеть рекой, железной дорогой, простой дорогой, забором, препятствием. Они пошли туда, и они видели там какие-то фигуры, которые либо они опознавали как умерших родственников, встречавшихся, либо как неопределенные, ну, скажем, они их назвали ангелами. То есть они, вернувшиеся сюда и живущие в нашем мире, определяли кого-то как ангелов. Кто это был, что это был, невозможно об этом рассуждать. Да? Это то, что на нашем языке здесь, вернувшиеся здесь, кажется, что это. Третье, и некоторые вещи там веришь с трудом. Но поскольку я там одной ногой была, то я верю и этому. Третья часть, не знаю, что сказать. Потому что там подробные рассказы тех, кто умер глубоко. Допустим, там 5 минут он пролежал, то есть по максимуму, мозг еле, так сказать, сохранился, а потом все, мозг умирает. Вот, вытащили человека оттуда, и вот рассказывает какой-нибудь старикам, что он дошел до некого конца, и там было нечто, там был свет, огромный, слепящий, прекрасный свет, не режущий глаза. И вот он понял, что это Бог. Окей, хорошо. И дальше, значит, старикам будет рассказывать. И вот я обращаюсь к нему и говорю,
Понимаете, мне сейчас умирать нельзя, потому что у меня зять занял в банке, у него ипотека, понимаете, и там вот 15 тысяч долларов. И я обещал ему помочь. Но это невозможно. Этот Свет слушал, говорит, да идите назад. То есть, другими словами, точно старикан был не готов. Точно, простой такой старикан, такой позитивный и ответственный, хороший человек, у него ипотека тут. А тут, знаете, Господь Бог, как это вообще будет? Но вот когда ты это читаешь, думаешь, вот я не знаю. Либо, значит, это крайняя глупость, так сказать, либо это полное отсутствие фантазии. А говорят, что Агата Кристи нам сообщает, что англосаксонская нация действительно лишена фантазии. Нам это трудно поверить, потому что у них такие прекрасные романы, литература, поэзия. Но Агата Кристи знает, про что говорит, никакой фантазии. Вот. Либо это, я не знаю что. Я не знаю что. То есть всю жизнь он прожил, не задумываясь ни о каких чуть более тонких материях. Но думать, что это старикан наврал, я не могу. Он так интерпретировал. То, что он видел, то смятение каких-то чувств, которые он видел и ощущал, он вот так вот интерпретировал, вернувшись. Надо думать, иначе я не знаю, как к этому относиться. Вот. И, собственно, я поэтому знаю, о чем я говорю. Подробности я, может быть, когда-нибудь напишу. Это такой опыт очень переворачивает. Не то, что даже переворачивает его представление, а дико освобождающий. Дико освобождающий. Когда ты видишь, понимаешь, и тебе это наглядно представлено, что смерти нет, ты перестаешь ее бояться. Ты боишься, ты не хочешь ее, но ты боишься боли, да? Болезни, старости. Вот этих вещей ты боишься. А смерти, ну нет, чего бояться. Тебе это ясно, не то, что говорят, а это ясно тебе слышишь. Дальше там начинаются интересные вопросы, там, есть ли реинкарнация, вернемся мы сюда еще раз. Но мне кажется, что да, потому что я помню несколько прежних жизней, как отдельные видео, коробки, которые никак не сны, ничего такого. И они, ну, короче говоря, там даже я другой человек, я в другом веке и так далее. Может так, а может не так. Там, это уже чистая спекуляция. Там этот разговор, как бы выпил и разговаривая, а докладывать об этом, мне кажется, странно. Спасибо, пожалуйста, еще вопрос.